Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил усилить контроль за аграрным сектором. Президент Казахстана высоко оценил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление международного авторитета Туркменистана. В Ашхабаде вручили ключи от автомобилей, подаренных таможенным органам президентом Туркменистана, и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел совещание с министром сельского хозяйства и хакимами вилаятов, обсудив состояние аграрного сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременного проведения сезонных сельскохозяйственных работ, а также поручил регулярно очищать сельскохозяйственные поля и системы, контролировать работу отопительных систем и снабжение населения ресурсами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, высоко оценив его вклад в развитие казахско-туркменских отношений и укрепление международного авторитета Туркменистана. Токаев отметил высокий уровень и позитивную динамику отношений между странами, подчеркнув, что Туркменистан стал примером ответственного партнерства. Особое внимание уделено инициативам Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которые приобретают исключительное значение в условиях глобальных вызовов. В Туркменистане открылся контрольно-аналитический центр таможенной службы, созданный в рамках цифровизации таможенных процедур. Новый центр позволяет вести мониторинг и анализировать таможенные процессы. В ходе открытия центра таможенникам вручили ключи от автомобилей, подаренных президентом Туркменистана. Посол Турции в Туркменистане Ахмед Демирок пригласил туркменских студентов подать заявки на участие в программе «Туркия Бурслары». Прием документов открыт до 20 февраля этого года. С 1992 года более 5000 туркменских студентов обучались в Турции. В прошлом году стипендиатами стали 45 человек. Перспективы открытия совместных промышленных предприятий стали одной из ключевых тем встречи заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Нокиргулы Атагулыева с послом Таджикистана в Ашхабаде Вафони Атбекзода. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и наметили пути его развития. Особое внимание было уделено вопросам увеличения товарооборота между государствами. С 24 по 26 января в кинотеатре Ашхабад состоится показ знаменитых индийских фильмов. В программу включены такие известные картины, как классическая лента «Бродяга», современная драма «English в English», легендарный «Господин 420», спортивная драма «83» и культовый фильм «Меня зовут Джокер». Показы будут проходить 2 раза в день. Дневной сеанс начинается в 11:00 или в 13:00, а вечерний в 19:00. Вход на все показы бесплатный. Историческая церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась в здании Капитолия в Вашингтоне. Впервые за 4 десятилетия торжественное мероприятие прошло не на традиционной открытой площадке, а в помещении. По словам нового президента, такое решение было принято из-за надвигающегося арктического холодного фронта. На церемонии собралось порядка 600 высокопоставленных гостей, включая бывшего президента Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалу Харрис. Экипаж китайской орбитальной станции Тьянгон успешно синтезировал кислород в условиях космоса. В ходе экспериментальных работ космонавтам также удалось получить компоненты, применяемые в производстве ракетного топлива. Используя инновационную технологию с полупроводниковыми катализаторами, команда станции осуществила преобразование углекислого газа и воды в кислород. Побочным продуктом процесса стал этилен – органическое вещество, которое может служить основой для создания ракетного топлива. Манчестер Сити объявил о подписании контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым. 20-летний футболист перешел из французского клуба «Ланс» и стал первым игроком из Узбекистана в истории английской премьер-лиги. Контракт рассчитан до лета 2029 года. По данным Трансфермаркт, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.